Здесь впереди. Фонд по правам человека Хаджиев. Хочу напомнить, что пытки – это не только нанесение физического страдания, но и нравственного, основанное на дискриминации любого характера. Так, например, власти Туркменистана запретили выезд 70-летней верующей Якутджан Бабаджановой, узбечки по национальности, совершить паломничество в Мекку. Спрашивается, какую нравственную травму на основе дискриминации власти нанесли ей. Зарина Ахтямова, гражданка Туркменистана, проживает в Турции, вышла замуж за гражданина Турции, у них есть совместные дети. Но по вине турецких властей и туркменских властей эти дети выброшены на улицу. Они не могут получить никаких документов, в результате не ходят в школу, не ходят в садик. И таких детей очень много. Спрашивается, какую нравственную травму получают эти дети и их родители. Совсем недавно в депортационном центре города Ван, Турции, сотни туркмен были избиты жандармами. Значит, их содержат там 6, некоторые 1 год. Да, Турция имеет такое законодательство, но, извините меня, держать этих людей столько месяцев без суда и следствия, разве это не пытка? Другой факт хочу привести. Гражданин Туркменистана Заир Халыев женился на гражданке Украины. У них совсем недавно родился ребенок, 6 месяцев. Она уехала в Украину, болеет онкологией. Муж не может попасть в Украину, его никто не пропускает. Что это? Разве не пытка? Разве они достойны того, чтобы их дети были выброшены на улицу? Господин Зеленский в свое время сказал всем странам бывшего Союза: посмотрите на нас. Все возможно. Да, все возможно. Украина, то, что делает на Западе, это одно, а то, что делает на Востоке, это другое. Так, например, посол Виктор Майко в Туркменистане просто хвалит, поддерживает авторитарный режим, который содержит в тюрьмах, где убивают, где пытают, где люди пропадают. Что это? Двойные стандарты? Прекратите заниматься двойными стандартами. Кроме того, украинский бизнес в Туркменистане, вы запрещаете бизнесу делать здесь, российским компаниям в Европе, но почему украинские компании в Туркменистане, в стране диктаторов, процветают, восхваляют и получают деньги, скажем так, от туркменских граждан? Что, господин Виктор Майко не знает, что там убивают в тюрьмах, что не знает, что там пропадают люди в тюрьмах, что он не знает, что там пытают? Прекрасно знает. Поэтому прекратите, пожалуйста, играть в двойные стандарты. Спасибо.